На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Вечером 12 июля на Гудаутский район обрушилась непогода. Из-за шквалистого ветра и сильной грозы, сопровождавшиеся ливневым дождем и градом, сразу в нескольких селах района были повалены деревья, сорваны линии электропередачи, пострадали и сельхозугодья. Небольшой урон стихия нанесла домовладениям в селе Лыхны. Здесь ветер сорвал кровли нескольких домов. Чтобы оценить ущерб, на место выехала специальная комиссия, которая была создана в администрации Гудаутского района. В нескольких поселках мы здесь были для определения ущерба, нанесенного этим стихийным бедствием. Пострадали овощные культуры, пострадало сельское хозяйство, пострадали деревья. Во многих домах, особенно вот в селе Лыхни, в поселке Алгат, снесены крыши 5-6 домов из тех, которые пока у нас есть информация. И для определения ущерба мы с архитектурным отделом выехали для того, чтобы написать акты и сфотографировать, размеры произвести. Центральная избирательная комиссия Абхазии подвела предварительные итоги повторных выборов депутатов Народного собрания, которые прошли 12 июля в 4 округах республики. Подробности в репортаже Эсмы Гуланзе. В соответствии с действующим законодательством Абхазии предварительные итоги голосования обнародуются на следующий день. Данные по 4 округам, где 12 июля прошли повторные выборы депутатов Народного собрания, озвучил председатель Центральной избирательной комиссии Тамаз Гогия. По Аатхарскому избирательному округу номер 14 избранным депутатом Народного собрания считается Барцыц Алмазхан Эдуардович, набравший 63,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По Гудаутскому избирательному округу номер 18 избранным депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия считается Хагба Алхаз Исметович, набравший 50,56% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По Кинскому избирательному округу номер 31 избранным депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия считается Какая Гарри Гуранович, набравший 70,3% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В Бзыбском избирательном округе депутат Народного собрания не избран в связи с тем, что ни один из кандидатов не набрал больше половины голосов. Не позднее 2 месяцев будет принято решение о дате перевыборов на этом участке. Что касается явки, то, по словам Тамаза Гогия, для повторного голосования процент избирателей довольно высокий. По 10-му Бзыбскому избирательному 44,40%. По 14-му округу, Гудаутский округ, 41,70%. 18-й округ, также Гудаутский городской, 54,41%. И 31-й округ, 60,48%. Таким образом, Гарри Кокая, Алхаз Хагба и Алмазхан Барцыц избраны депутатами Народного собрания. По словам председателя Центра избиркома, выборы депутатов в 4 округах прошли без каких-либо жалоб и нарушений. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 36 граждан. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. По результатам анализов 14 июля из Гудаутской центральной районной больницы планируется выписка 2 оставшихся пациентов. Общее число выявленных и заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 2 граждан пока находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели. В понедельник, 13 июля, открылся гуманитарный коридор для возвращения в Абхазию граждан и жителей республики, временно находящихся в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба СГБ. В течение 5 дней с понедельника по пятницу пропуск на государственной границе через КПП Ингур будет осуществляться ежедневно с 9 до 19 часов местного времени.
В Абхазском государственном университете в разгаре процесс приема документов от абитуриентов. В этом году вуз предлагает широкий спектр направлений обучения по различным специальностям. Все подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. АГУ – высшее учебное заведение страны, кузница национальных кадров. Ежегодно сотни абитуриентов с волнением переступают порог университета. Каждый из этих ребят уже определился со своей профессией. Сейчас за моей спиной вы можете увидеть, как абитуриенты сдают необходимые документы для поступления в вуз. Тая Чко – выпускница второй Гудаутской средней школы. Родилась и выросла она в Сирии. Однако 5 лет назад вместе со своей семьей переехала жить в Абхазию. Сегодня Тая – абитуриентка главного высшего учебного заведения страны. Поступаю в этом году в Абхазский факультет. Я сама как-то люблю языки изучать, абхазский, русский, английский, и поэтому большинство мне абхазский. Только дома по-арабски разговариваем. А так у меня папа и мама по-абхазски не разговаривают, по-русски тоже нет. Только я у них переводчик, но все понимаю. Разговаривать все равно тяжело. Основы выбора профессии закладываются еще в школе, когда на уроках выявляются способности к тем или иным предметам. А во время общения с родителями, учителями и сверстниками проявляются личные качества. Именно в это время можно определиться, в какой из сфер деятельности имеет смысл приложить все силы. Выпускницы 4-й Тхорчальской средней школы Марии и Таня с самого детства прививали любовь к педагогике. Как оказалось, и ей профессия учителя по душе. Сегодня пришла, чтобы подать документы на филологический факультет отделения «Русский язык и литература». Почему я выбрала именно этот факультет? У меня династия филологов, и поэтому я хотела продолжить традиции. Моя прабабушка, моя бабушка, моя мама, они все были учителями, и я тоже решила выбрать эту стезю. В этом году прием документов на обучение по программам бакалавриата и специалитета будет проводиться по 36 направлениям, а магистратуры – по 4. Количество утвержденных президентом страны бюджетных мест составляет 319. Оставаясь в рамках контрольных цифр приема, приемная комиссия приняла решение о перераспределении целевых параметров приема на бюджетные места и предоставили квоты на те направления подготовки специальности, где бюджетные места ранее не планировались. Таким образом, абсолютно на всех направлениях подготовки специальностях, осуществляемых Абхазским государственным университетом, предусмотрена бюджетная основа обучения. Абитуриент, выбрав то или иное направление подготовки, специальность, может подать документы, необходимые для поступления, либо на места по договору об оказании платных образовательных услуг, либо на места в рамках контрольных цифр приема. Учитывая сложную эпидемиологическую обстановку и введение в этой связи ограничительных мер, приемная комиссия установила ряд особенностей приема абитуриентов в Абхазский государственный университет. Абитуриенты, независимо от выбранной основы обучения, будут сдавать абхазский и русский язык письменно. При приеме абитуриентов для поступления на места по договору об оказании платных образовательных услуг формой вступительных испытаний является собеседование по 2 предметам с выставлением оценок. При приеме абитуриентов, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, где нет конкурса, формой вступительных испытаний также является собеседование по 2 предметам с выставлением оценок. При приеме абитуриентов, поступающих на обучение в рамках контрольных цифр приема, там, где есть конкурс, формой вступительных испытаний является экзамен. Также слушателям школы предвузовской подготовки АГУ будут предоставлены квоты на обучение платной или бюджетной основы в рамках предусмотренных госзаказом мест. Стоимость обучения в целом по университету остается на уровне прошлого года. Абитуриенты, успешно прошедшие вступительные испытания и подавшие документы на места по договору, должны в срок внести соответствующую сумму. На сегодняшний день более 120 абитуриентов сдали документы на поступление в высший вуз страны. Прием документов продлится до 18 июля. Сария Кварацхелия, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Продлен конкурс на лучший проект памятника второму президенту Абхазии благоустройства площади имени Сергея Багапши в городе Сухум, а также на лучший проект памятника в городе Очимчира перед зданием администрации района. Как сообщает пресс-служба Министерства культуры, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 10 декабря текущего года.
После снятия ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, состоялось открытие чемпионата республики по волейболу среди мужских команд. Наала Ковы расскажет о том, сколько команд участвует в турнире и как спортсмены готовились к долгожданному событию. В здоровом теле здоровый дух. В Агудзере открылся чемпионат Абхазии по волейболу среди мужских команд, в котором участвуют команды Гагарского, Кудаутского, Сухумского, Чемчирского районов. Чемпионат Абхазии по волейболу проходит ежегодно с 1994 года. Организаторами являются Государственный комитет по физической культуре и спорту и, конечно же, Федерация волейбола Абхазии. Ливана Рахамия играет за одну из столичных команд. За спиной у юного спортсмена немалый спортивный стаж. Целых 6 лет в профессиональном волейболе. Молодой человек признается, что собирается продолжить карьеру и проложить себе путь в большой спорт. Мечтает стать членом именитого клуба. К чемпионату Абхазии волейболисты готовились с большим усердием, ведь ввиду ограничительных мер из-за коронавируса времени на подготовку было очень мало. Мы, конечно, очень усердно готовились к этому чемпионату, потому что это для нас большой уровень. Тут нашего возраста, не участвуют люди нашего возраста, но все равно это для нас какой-то опыт. Были, конечно, трудности, но ничего, главное, мы подготовились и будем играть. Мне очень нравится этот вид спорта. Я с малых лет уже начал играть в волейбол и как-то решил продолжить. Нестор Касланзе от своего друга не отстает. Вот уже 7 лет, как парень занимается волейболом. Нестор хоть и не связывает свою дальнейшую жизнь с профессиональным спортом, однако считает его неотъемлемой частью здоровой жизни, а также бесценным опытом. От игры жду, во-первых, хороших результатов. Не могу говорить наперед, но что касается карантина, конечно, во время карантина мы не могли тренироваться, было запрещено, но как только мы получили возможность к тренировкам, мы сразу же собрались всей командой и начали усердно тренироваться. Начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария рассказала о том, какое значение имеет этот чемпионат для Абхазии, ведь именно с него в послевоенные годы началась спортивная жизнь республики. Это наши первые шаги были. Мы начали с чемпионата Абхазии по волейболу. Именно с мужских команд. Тогда было, Гичипши мы провели, было 8 команд. Это очень было интересно, послевоенный наш чемпионат. Мы всегда присваиваем и разрядные требования, и тренерские даем категории по итогам чемпионата. Чемпионат проходит в спортивно-оздоровительном комплексе Агудзера, который более 5 лет был непригоден для каких-либо мероприятий. Но благодаря неравнодушным людям, оказавшим спонсорскую поддержку, комплекс был частично отремонтирован. В перспективе его полное восстановление. Нам обещают отремонтировать футбольный стадион, привести в порядок боксерский зал, построить домики для спортсменов, которые будут приезжать, чтобы не приезжать, не уезжать. Также в перспективе в течение 1,5-2 лет нам обещают построить бассейн, плавательный бассейн. Чемпионат будет проходить в течение 3 дней. 16 июля состоятся финальные игры, церемония награждения и закрытие турнира. Наала Ковы, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. И в конце выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, завтра в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды, временами дождь, гроза, температура воздуха ночью плюс 18-23, днем плюс 23-28, температура морской воды плюс 27 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.